Слово для выступления предоставляется представителю Генеральной прокуратуры. Сейчас, секунду, потерял вас. Айнуре Курманбековне Иманалиевой. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые судьи, Генеральная прокуратура по ходатайству Рыскулова и Умеркулу ранее направляла в письменном виде свою правовую позицию. Я, как представитель Генеральной прокуратуры, полностью поддерживаю ранее предоставленную в письменном виде правовую позицию. Разрешите остановиться на основных моментах. В ходе анализа законодательства и изучением норм Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики судья, принимая судебный акт на основании пункта 6 статьи 222 ГПК КР, не нарушает конституционные права и интересы человека, в данном случае ИСА. Так, согласно требованиям части 3 статьи 223 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд по ходатайству ИСА или ответчика отменяет свое определение об оставлении заявления без рассмотрения по основаниям, указанным в пунктах 5 и 6 статьи 222 настоящего кодекса, если стороны представят доказательства, подтверждающие уважительность причин неявки их в судебное заседание и невозможности сообщения о них суду. Согласно части 4 настоящей статьи, на определение суда об отказе в удовлетворении такого ходатайства также может быть подана частная жалоба. Представление. Также, в отличие от прекращения производства по делу при оставлении заявления без рассмотрения, заявитель не лишается права обратиться в суд с аналогичным тождественным иском. Кроме того, при рассмотрении аргументов и обстоятельств, указанных в ходатайстве Рыскуловой и Умеркул-Улу, необходимо учитывать правовое положение ИСА и ответчика. В узком юридическом понятии истец – это лицо, в интересах которого возбуждено дело, а ответчик – лицо, на которое истец указывает как на нарушителя своего права и который вследствие этого привлекается судом к ответу. Противоположные интересы ИСА и ответчика определяют цели их участия в гражданском деле. Таким образом, в гражданском процессе истец рассматривается в качестве активной стороны, а ответчик в качестве пассивной стороны. Соответственно, юридическая ответственность ИСА больше, чем у ответчика. Изучив нормы положений пункта 6 статьи 222 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, приходим к выводу, Генеральная прокуратура приходит к выводу о том, что оспариваемое нормативное положение не противоречит частям 1 и 5 статьи 23, частям 1 и 2 статьи 24, статье 55, частям 1 и 2 статьи 56, частям 1 и 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. На этом я закончила свою.